Число трудоспособного населения в Абхазии около 145 тысяч человек. Официально занятых 43 тысячи человек. Уровень безработицы высчитывается по этим цифрам. Это официальные данные. Из-за отсутствия учета определить реальный уровень безработицы сложно. Есть объективные цифры по государственным организациям и юридическим лицам. Но есть еще бизнес и индивидуальные предприниматели. Тут все намного сложнее. Впервые президентом страны публично озвучены данные по проблеме безработицы Абхазии. В территориальном масштабе цифры, конечно же, вполне впечатляющие. И в целом по стране цифры тоже достаточно серьезные. Но нужно понимать одну вещь. Президент ведь не просто так взял откуда-то эти цифры, ему эти цифры подготовили его соответствующие структуры. На что они ссылались, скорее всего? Значит, у нас есть два показателя, две официальные цифры. Первое – это количество трудоспособного населения, которое составляет порядка 144 тысяч человек. И число официально занятых по официально учтенным предприятиям. Это порядка 40 тысяч человек. Вот разделив, скажем, число официально занятых на количество трудоспособного населения, и получается цифра порядка 70 с лишним процентов. Но судя по тому, что озвучиваются показатели 80 и выше процентов, то вероятнее всего, что официальные данные по занятости тоже снижены, потому что мы руководствовались последними данными 2020 года. И вот тогда у нас получался показатель порядка 7-72%, то есть так называемых безработных. По данным экспертов Центра социально-экономических исследований, трудоспособных граждан, у которых реально нет никакой работы и заработка, в Абхазии порядка 20%. Эти данные вселяют осторожный оптимизм. На одной из конференций, проводимых в Абхазском государственном университете, изучали этот вопрос достаточно детально с учетом учета и оценки продуктивной занятости, так называемой продуктивной занятости. То есть мы вывели такую цифру: порядка 20% реально существующих безработных, то есть действительно людей, которые не имеют работу и не получают никакого дохода. То есть картина получается прямо противоположная той, что озвучивает президент. Да, а категория какая этих людей, интересно? Это эти 20% неработающих. То есть это люди, которые действительно не получают никакого дохода, они нигде не работают. Сюда же могут быть включены и студенты. Да, и сюда же могут быть включены и домохозяйки. Хотя по закону, допустим, о занятости населения, эти категории, в принципе, относятся к занятому населению. То есть где-то порядка 20. С этими цифрами могут поспорить. Я знаю, что и существуют другие эксперты, которые говорят, что у нас практически нет безработицы. Да, кто-то называет цифру в 5%, но, опять же, исходя из имеющихся данных, да, мы должны только лишь оперировать этими цифрами. Трудовой кодекс Абхазии дает определение занятости, но в нем отсутствует понятие «безработный». Парламентарии, по-видимому, решили, если мы признаем, что в стране есть безработица, то государству надо будет выполнять обязательства по выплате пособий. В итоге официально зарегистрированных в качестве безработных граждан в республике нет. Официальным нормативным документом, регулирующим вопросы занятости, вопросы рынка труда вообще, является Трудовой кодекс Республики Абхазия, который был введен в действие с 1 января 2017 года. До этого действовал закон о занятости населения. Кстати, вот закон о занятости населения давал очень четкую классификацию, кого относить к занятым. И вот там в составе этой классификации, были люди, которые работают официально по найму, домохозяйки, студенты, военнослужащие, самозанятые. Все эти люди, все эти категории относились к числу занятого населения.
безотносительно того, получают они какой-то доход или нет. Сейчас существует другое определение занятого населения, но не дается классификация. То есть в Трудовом кодексе, кого конкретно относить к занятым, у нас такого нет. Более того, отсутствует понятие безработного, то есть кого считать безработным и кого относить к этой категории. Вот поэтому, используя вот такие методы расчетов, и образуется вот такой показатель порядка 80%, который озвучивает президент. Умышленно законодатель убрал понятие «безработный» в Трудовом кодексе, потому что понятие «безработный» предполагает выплату пособия. То есть статус безработного, когда человек регистрируется в качестве безработного, какое-то, пусть даже номинальное пособие по безработице он должен получать. Исходя из того, что опять-таки наши финансовые возможности, ресурс не позволяет выплачивать такое пособие, соответственно, законодатель умышленно убрал это понятие из Трудового кодекса, и сейчас мы используем понятие «гражданин в поисках подходящей работы». Вот. И еще такой момент, что с одной стороны, да, а с другой стороны, учитывая, что у нас нет персональной карточки налогового учета, налогоплательщика, исходя из этого, мы не можем точно сказать, действительно ли человек, который регистрируется в качестве безработного человека в поисках подходящей работы, является ли безработным, потому что мы не можем проверить по единой базе, мы не можем отправить запрос в налоговую, потому что налоговая тоже не располагает такими данными на сегодняшний день. Но я знаю, что налоговые органы работают над этим вопросом, и планируется создание единой базы, которая будет предоставлять такую информацию уже индивидуально по каждому налогоплательщику. Определить точное количество работающих граждан республики сложно из-за неформальной занятости населения. Кто считается самозанятым? По российскому законодательству самозанятый – это человек, который платит специальный налог на профессиональный доход. А что говорит абхазское законодательство? Самозанятыми по определению в нашем, опять же, законодательстве такого понятия нет, то есть оно не расписано, но существуют другие методики, определяющие того или иного человека к самозанятому. То есть если человек работает и получает какой-то доход, но официально нигде не зарегистрирован, он и есть самозанятый. Понимаете, говоря вот простым языком, мы же не можем с вами отнести жителя села, который имеет свое подворовое хозяйство, который занимается выращиванием птицы, скажем, животных и так далее, реализующий эту свою продукцию на рынке, получающий какой-то доход. Мы же не можем его отнести к безработному. Но официально он нигде не занят, не зарегистрирован, он не получает никакого дохода, официального дохода, да? Но на самом деле, естественно, он зарабатывает и, соответственно, тратит эти деньги. Поэтому иногда у нас даже в статистике выскакивают такие цифры, когда доходы населения, годовые доходы населения ниже, чем расходы населения. То есть, получается, люди из ниоткуда что-то потратили. То есть это вот такая, знаете, картинка, когда мы сопоставляем некоторые данные, и вот этот теневой сегмент, он всегда выскакивает на поверхность. Рынок труда саморегулируется, отмечает Илона Мирцхулава, и это совсем неплохо. Многие зарабатывают своим трудом. Репетиторы, няни, ремонтники, сельские жители продают продукты собственного производства. Честно трудятся. Они не ждут от государства соцподдержки. То есть это некий механизм адаптации людей к тем социально-экономическим условиям, в которых они оказались. И эта практика у нас сложилась не сегодня, не вчера, а уже давным-давно, сразу с послевоенных времен, когда наши женщины вынуждены были в период блокады пересекать границу и таким образом зарабатывать себе на хлеб, спасая мужчин, можно сказать, да, потому что граница была закрыта, и мужчины не могли таким образом пересекать границу, каким-то образом зарабатывать. Это и сегодняшняя ситуация, когда, к большому сожалению, женщине легче найти работу, нежели мужчине. То есть женщины, в принципе, соглашаются работать на любой работе. А вот мужчины не всегда, к большому сожалению, идут на любую работу. Каждый год в Министерство соцобеспечения обращается небольшая часть безработных. Им пытаются помочь.
В прошлом году заявку оставили 50 соискателей. Трудоустроить удалось только 12 человек. Не такое большое количество граждан обращается, к сожалению. У нас была инициатива, если чуть-чуть вернуться назад к истории этого вопроса, мы прирегистрировали в Управлении по труду и занятости, регистрировали граждан в поисках подходящей работы, регистрировали тем, что они лично являлись зарегистрироваться. Соответственно, была инициатива, был создан сайт, теперь можно онлайн зарегистрировать свою заявку на поиск подходящей работы. Мы думали, что после появления сайта и такой возможности как-то это облегчит для граждан обращение. В соответствии с этим мы думали, что поток таких людей будет выше, но этого не произошло. За прошлый год там порядка 50 человек обратилось. Но проблема в том, что и у нас не такой большой ресурс для трудоустройства. Из этих 50 человек мы смогли трудоустроить там порядка 12 человек, и то мы не знаем последовательно. То есть мы направили, рекомендовали, направили в соответствующие организации, которые нуждались в сотрудниках, но о дальнейшей судьбе, заключили ли они трудовые взаимоотношения, мы не в курсе, так как повторно они к нам не обращались. Трудовой кодекс обязывает работодателей информировать Министерство соцобеспечения о наличии вакантных мест. Работодатели этого практически не делают. Серьезной проблемой, значит, в нашем обществе является также, знаете, такое отсутствие объективной информации об имеющихся рабочих местах и вообще о ситуации на рынке труда. Вот этот разбалансированный механизм иногда даже вводит людей в заблуждение. Вот в 2006 году, когда существовал еще Центр занятости при Министерстве труда и занятости, значит, там создавалась такая информационная база, достаточно серьезная, куда мог обратиться любой человек по вопросам трудоустройства. И вот на тот период я очень хорошо помню, что количество предложенных вакансий было больше, чем количество лиц, обратившихся по вопросам трудоустройства. То есть на тот момент были реальные рабочие места, но просто люди не обращались, либо считали это необходимым, либо просто не знали, что такая служба существует. Сегодня, на мой взгляд, вот профильному ведомству, конечно, необходимо более, скажем так, найти механизмы для информированности нашего населения через различные источники, через те же самые соцсети, через взаимодействие с предприятиями и организациями, да, потому что у нас очень много ведомств, куда мы отчитываемся, да, в качестве юридических субъектов и физических тоже субъектов, но вот опять же той информации о том, есть ли рабочие места на том или ином предприятии, мы ею не обладаем. Поэтому вот взаимодействие, мне кажется, здесь действительно государства, бизнеса и общества должно быть более тесным. В соответствии, опять-таки, с Трудовым кодексом, организация, в которой появляется вакантное место, должна сообщить в уполномоченный орган, в данном случае в Министерство социального обеспечения и демографической политики, о наличии такого места. Но, к сожалению, у нас нет рычагов давления, информационные письма мы регулярно рассылаем, пытаемся доносить о такой необходимости, но, к сожалению, мы как-то повлиять на этот процесс тоже не всегда в силах. Илона Мирцхулава указала на активную внутреннюю трудовую миграцию. Это когда трудоспособное население, к примеру, Восточной Абхазии, в поисках работы перемещается из сел в столицу или Гагарский район. Мало того, что у нас существуют правовые провалы, да, в формировании рынка труда, у нас еще и серьезные территориальные провалы. То есть, скажем, у нас происходит такая трудовая миграция в течение всего года, внутренняя трудовая миграция, когда жители Восточной Абхазии едут на заработки в Западную Абхазию. То есть одна из главных задач сегодня, и в первую очередь, конечно, это задача нашего правительства, в том, чтобы создавать рабочие места именно в районах, в селах.
потому что, опять же, мы же ссылаемся не только на данные официальной статистики, официальных источников, мы проводим еще и социологические опросы населения, которые как раз подтверждают присутствие, наличие такой проблемы, как безработицы, и в то же время люди готовы работать в селах на местах, если денежная оплачиваемая работа на местах для них будет. То есть вот главная задача сегодня – это создание новых рабочих мест и эффективное регулирование вот этих вот вопросов занятости. Есть внутренняя трудовая миграция, но учитывая, что внутренняя трудовая миграция не предполагает каких-то дополнительных документов для того, чтобы трудоустроиться, соответственно, опять-таки тоже нет точных данных, но она существует, мы видим, что восточная часть Абхазии часто едет в западную на сезон работать, подзаработать, скажем так. Но на сегодняшний день есть государственные программы, которые пытаются влить какие-то дополнительные источники для организации рабочих мест в Восточной Абхазии. Например, у нас есть несколько крупных объектов, которые на сегодняшний день уже заработали, и там создаются новые трудовые места рабочие, и, соответственно, нет надобности куда-то перемещаться внутри страны или даже за ее пределы. Как стимулировать самозанятых, да, это же вопросы будущего, размера пенсии, наверное, может когда-нибудь у нас не только фиксированная будет пенсия, как стимулировать, чтобы все-таки самозанятые платили определенные налоги государству? Что с этим делать, вот, на ваш взгляд? Вы абсолютно правильно ставите этот вопрос, потому что на сегодняшний день у нас сложилась такая практика, что если человек каким-то образом зарабатывает себе на жизнь, он не думает о завтрашнем дне. А завтрашний день – это будущая пенсия, это будущие какие-то социальные выплаты, пособия и так далее. И опять же виной тому наша сегодняшняя реальная картина. То есть сегодня человек, выходящий на пенсию в Абхазии, может претендовать только на фиксированную пенсию по возрасту в размере 2500–3 тысяч рублей. Но мы должны думать и на перспективу, мы все-таки развиваемся, мы должны ставить перед собой цели и задачи новые, да, в условиях меняющегося мира, ставить задачи на то, чтобы в будущем получать трудовую пенсию, а трудовая пенсия будет формироваться только лишь с выплат в пенсионный фонд. То есть, опять же, налаживание учета в этих проблем и, знаете как, еще большая проблема информированности населения. То есть наши люди не информированы о том, что через 10-20 лет, да, им предстоит, допустим, получать какое-то пособие социальное. И наша задача сделать так, чтобы люди понимали необходимость того, что часть своего заработка в виде налогов или пенсионных взносов мы должны вносить в бюджет. То есть сегодня, на сегодняшний день, государство не мешает этим самозанятым. И это тоже, наверное, большой плюс, что, скажем, не создает каких-то запретительных барьеров или не блокирует вот деятельность самозанятых там какими-то специальными там фильтрами, да, но понимание того, что в будущем и в перспективе эта проблема может еще наложиться на другую проблему, существующую сегодня, такая вероятность существует. Мы все очень надеемся и все работают на то, чтобы в будущем пенсия была трудовая пенсия и соответствовала тому заработку, который трудоспособный гражданин зарабатывал и соответствовал тем отчислениям, которые он производил за время своего трудового стажа. Но на сегодняшний день государство не может обеспечить трудовой пенсией своих граждан. Исходя из этого, пенсия фиксированная и базовая для всех категорий пенсионеров. Исходя из этого, наши граждане просто с этой точки зрения не заинтересованы в том, чтобы откладывать на свою пенсию и как-то о ней задумываться. По поводу того, что самозанятые были налогоплательщиками, с одной стороны, это совершенно верно, и, скорее всего, надо вводить понятие в Трудовой кодекс и дополнять последующими документами, там, налоговым законодательством в отношении самозанятых лиц. Но, опять-таки, с другой стороны, насколько будет корректно со стороны государства в отношении сельского, допустим, населения, которое последние 30 лет выживает, скажем так, за счет натурального продукта,
начинать какие-то финансовые ужесточения, налоговые ужесточения именно с этой категории граждан, которая является наиболее уязвимой. Вы знаете, если обобщая и давая такую оценку современному рынку труда, то это абсолютно разбалансированный механизм, который, значит, несет за собой последствия негативного правового регулирования. Это разбалансированный такой механизм с точки зрения учета и отчетности, с точки зрения несовпадения вообще спроса и предложения на рабочую силу. И, конечно же, это вопросы совершенствования и подготовки кадров, квалификации их и переподготовки этих кадров. То есть, знаете, у нас все сейчас сложилось в один такой клубочек, который нужно потихонечку уже разматывать и каждую проблему решать уже отдельно. Но опять же, заниматься вопросами рынка труда точечно, как точечным проектом, это тоже не даст никакого ни экономического, ни социального эффекта. У нас нет программы содействия занятости населения, которая должна была бы, по идее, вписана быть гармонично в общую социально-экономическую программу страны нашей в целом. Потому что мы же должны создавать новые производства, для этого мы должны понимать, какие нам нужны кадры, какие нам нужны специалисты и сколько их нужно создать. Причем этим направлением нужно заниматься и в отраслевом разрезе. Мы должны создавать рабочие места в сельском хозяйстве, в промышленности, в транспорте, в строительстве. Но при этом мы должны понимать, сколько нам нужно, допустим, строителей в строительстве на, допустим, 2025 год. Правильно? Из этого, то есть мы должны планировать всю нашу работу, всю нашу деятельность. А вот отсутствие вот такого вот инструмента, эффективного инструмента планирования в нашей стране как раз и дает вот эти сбои. Потом, вы знаете, мы очень часто же говорим о необходимости привлечения инвестиций в нашу страну. Это сейчас стало неким трендом, да. Да, мы привлекаем инвестиции. Инвестиции привлекаются для чего? Для того, чтобы создавать какие-то производства, создавать какие-то объекты, чтобы в них работали люди. А кто будет работать в этих новых инвестиционных проектах? Нацелены ли эти новые инвестиции на то, чтобы отечественные граждане, наше население работали на этих предприятиях? Потому что из практики могу сказать, что в том же самом туризме очень многие гостиничные комплексы, они ведь не берут на работу местное население. Да, они привозят сюда мигрантов, трудовых, и люди работают именно, зарабатывают деньги, вывозят наши деньги из нашей страны, понимаете? И вот в данном случае, наверное, уже нужно обязать. Это не только вопрос квалификации, это, знаете, моменты психологические, это моменты, связанные с оплатой труда, это и моменты размещения производительных сил, понимаете, здесь все в комплексе. Но в первую очередь, конечно, инвестор предпочитает дешевую рабочую силу, иногда наши граждане уже не хотят чувствовать себя ущемленными. Вот поэтому здесь нужно подходить, знаете, так и с точки зрения действительно национальных каких-то особенностей и создавать условия для работы именно местного населения. Эксперты убеждены, необходима цифровизация госорганов. Только так можно наладить точную систему учета и отчетности. Тогда будет понятно, сколько в стране трудовых ресурсов, реально безработных, каковы спрос и предложения на рынке труда. В этом случае статистика по безработице будет не такой уж мрачной.